Одна. Вскоре огонь погас. В чоре стало холодно и темно. «Упэ!» — позвала девочка. Бабушка не отвечала. Тогда Кындыкан осторожно выглянула из чоры. Яркий свет слепил глаза. Стойбище занесло снегом, словно белой пылью, которую некому было убрать. «Ака!» — кликнула брата. «Дан-та!» Тишина. Лишь ветер гулял меж остывших жилищ. Брата с дядей хворь забрала первыми. Маленький горностай высунул из кафтана Кындыкан любопытную мордочку, втянул носом холодный воздух и громко чихнул. Девочка вздрогнула. В тишине даже чих пугает. Вдруг где-то неподалеку раздался голодный волчий вой. Кындыкан тут же юркнула обратно в чору, залезла с головой под оленью шкуру, зарылась в постеленный летом бабушкой мягкий лапник и шепотом спросила: «Кока, тебе страшно?» Горностай, жалобно пискнув, спрятался в рукав. «Мне вот ни капельки!» Волк снова завыл, громко, совсем близко. «А помнишь, когда ты застрял в корнях той ивы, Упэ говорила, что это небо привело нас на помощь», — сказала девочка, когда опять стало тихо. «Может, небо и к нам кого-нибудь приведет, а? Хорошо бы охотника, он прогонит волка и разбудит Упэ. Небо, пожалуйста, отправь кого-нибудь к нам на помощь». Девочка зажмурилась, прижала к груди розовый камушек и сама не заметила, как крепко заснула. Среди ночи чьи-то шаги разбудили Кындыкан. Снег скрипел так, словно кто-то огромный ходил вокруг чоры. «Кока, слышишь?» Зверек вытянул голову и угрожающе зашипел. «Неужели чучуна?» Кындыкан подняла брови, точь-в-точь как бабушка, но глаза ее стали большие от страха. Горностай зашипел еще громче, оскалив острые белые зубки. «Эй, не болтай, о чем не знаешь!» – прошептала Кындыкан, прячась в шкуру. Снаружи кто-то громко фыркнул. В жилище просунулась большая белая морда. «Гирке!» – закричала девочка, выпрыгивая из укрытия. Любимый олень бабушки, вожак стада, могучий белый олень Гирке. Это был он. «Как ты здесь оказался?» Кындыкан не верила своим глазам. «Это небо тебя привело?» Олень ткнулся мордой в грудь девочки. «Упэ, Упэ, проснись!» Она потянула бабушку за руку. «Это Гирке пришел за нами, Гирке!» Олень нетерпеливо захрапел. И тут снова раздался волчий вой. Медлить было нельзя. Кындыкан залезла на спину склонившегося перед ней Гирке. «Упэ!» – плакала девочка. «Мы найдем охотников и вернемся, слышишь? Мы вернемся, Упэ!» Кындыкан прижалась к теплой, сильной шее оленя, а Кока спрятался у нее на груди. Только любопытный нос остался торчать наружу. Гирке выпрямился и быстрее ветра помчался вперед. «Кор! Кор!» – закричал огромный черный ворон.